Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания Центр домостроения. Мы находимся в поселке Снегири. И здесь мы построили некогда вот такой шикарный дом. Дом параметрами 8×8, дом из бруса. Недавно мы сделали черновую отделку. Пойдемте, господа, покажу итог, нашу работу. Как видите, полы мы уже сделали. Посмотрите, фанерные полы с утеплением. Шикарно. Полы в доме есть. Как есть и потолок. Посмотрите, какая красота тоже. Как все эстетически красиво. Качественно и эстетически красиво сделано, да? Согласитесь. Обратите внимание, как мы делаем пол. Зазоры между фанерными листами есть. Это деформационные швы такие. И как мы все прочертили. Все под карандашик. Сначала чертим, а потом, ну в данном случае закручиваем, да. Тут уже не пилим. Посмотрите. Где? Вот пересечение, саморез, саморез, саморез. Все очень четко. Видите, все аккуратно. Как все прочерчено. Чертим и в нужных местах закручиваем. То есть не хаотично, где попало, а где надо. Теперь давайте поднимемся на второй этаж. Покажу качество работы, качество черновой отделки второго этажа. Посмотрите, какая красота. Ну серьезно. Оцените. Сначала эстетику оцените. Вот возьмите просто с эстетической точки зрения. Просто эстетику. Сначала так. А потом обращу внимание на качество. Посмотрите. Как забиты доски. Доски по фронтону. Доски по скатам. Потолок. Проклеена стойка. Окна. Угловые соединения. Вот сама эстетика работы. Сначала оценивайте эстетику. Пол. Также утеплили. Настелили пленку. Далее фанерные лаги и пошла фанера. Везде деформационные швы. Все прочерчено. Закручены саморезы в нужных местах. Видно, да? Согласитесь, есть красота, есть эстетика, вот она проявляется. Очень красиво. Что у нас? Давайте по полу. Я думаю, начну с пола. Наш пирог. Сначала вот там идет доска дюймовка. Мы ее забиваем, чтобы просто весь пирог не упал туда. Далее настилаем пленку пароизоляционную, хорошую, плотную пароизоляционную пленку, чтобы бытовые пары не проникали в утеплитель. И утеплитель полноценно выполнял свою функцию. Эта пленка как ниппель. Вот она, АМ-ка. Вон она там, видна. Эта пленка, структура как ниппель. Она в одну сторону пропускает влагу, то есть из утеплителя она выпускает, а в утеплитель не проникает. Вот такая вот интересная технологическая особенность этой пленки, вот мы ее применяем. То есть не обычную, которая, допустим, в обе стороны там пропускает. Нет, это пленка АМ-ка, это как ниппель. Поэтому применяем ее. Замечательно. Значит, у нас идет снизу пленка. Вон. Вот там вот. Вот там вот. Дальше идет плотный утеплитель. Примерно 35 плотности. 35-45 плотность. Выполняет функцию шумоизоляции. Сохранение тепла в межэтажке. Ну, зачем сохранять тепло? Ну, да, удерживает. Не спорю. Тепло удерживает, чтобы сразу тепло не уходило на второй этаж. Основная функция это все-таки шумоизоляция. Поэтому здесь 15 сантиметров. Надо 20, сделаем 20, но 15 базово достаточно. Потом опять настелили пароизоляционную пленку, чтобы опять защитить утеплитель от бытовых паров. Потому что влажный утеплитель, он с легкостью пропускает тепло. Далее фанерные лаги идут. То есть выровняли в идеал пол под лазер.
четко. И настелили уже фанеру. 18 или 21. На вкус и цвет. У нас шаг очень частый, поэтому мы делаем 18-ю, чаще всего фанеру. Так, пол показал. Обязательно между листами идут небольшие деформационные швы. Ну, делайте миллиметра 2, там 3, ну, трешку делайте. Гвоздь вставляется просто и все, или саморез. Ну, в нашем случае гвоздь. Так. Мало ли дом сыграет со временем еще в процессе усушки или как-то, чтобы ваши полы не пострадали. Ведь у вас же пол будет покрыт, скорее всего, ламинатом чаще всего, а это замковые элементы. Чтобы замки не сходились и не расходились, надо это все предусмотреть. Поэтому пол изначально должен быть идеально ровным и заложенные деформационные швы, чтобы ничего критичного не происходило. А дальше мы приступили к кровле. Эстетику вы уже оценили. Расскажу о технологии немножко, чтобы вы понимали. Изначально мы сделали стопор, чтобы утеплитель туда не упал. Между стропилами забили доску горизонтально. Далее уложили утеплитель 15 сантиметров. Ну, здесь в угловом соединении даже 30 сантиметров вот здесь. Далее прогнали еще, видите, бруски. Вот, брусок раз, брусок два, продольные. И уложили еще пятерку. То есть здесь получается у меня 20 сантиметров утепления. В угловом соединении 30 сантиметров. По потолку, вот здесь, у нас тоже идет стропильная система из доски 50 на 150, то есть высота доски 15 сантиметров. Мы сделали утепление в 15 сантиметров, но этого недостаточно. Поэтому добили еще на брусок, так же как по скату, 50 на 50 вдоль. И еще утеплили пятеркой. Зачем этот брусок? Он нужен не только для того, чтобы увеличить толщину утепления. Мы бы изначально сделали бы здесь доску 200, да, бы и все. Нет, мы этой пятеркой перекрываем саму стропильную доску. То есть мы мостик холода от самой доски, от самого каркаса мы его тоже закрываем. То есть кровля становится теплее, понимаете, да? Шикарно, все. То есть мы все это счастье утеплили. Дальше. Пароизоляционная пленка. Опять. Вот это. Смотрите, как натянуто, уложено. Все шикарно. Также, чтобы бытовые пары не проникали в утеплитель, не разрушали его, чтобы он работал долгие-долгие годы. Тоже пленка как ниппель. Изнутри она выводит на меня влагу, а вот мою влагу туда не пропускает. Здесь идет вентиляция. То есть, если в какой-то там степени вдруг, да, я не знаю, какие условия надо создать, но если вдруг, я не знаю, тут здесь бассейн у вас будет стоять, раковина, я не знаю, какая-то повышенная влажность, парная, да, и каким-то образом влага будет, рыбки еще плавать, да, аквариумы, то есть какая-то повышенная влажность будет в данной комнате. И если вдруг эти пары бытовые будут оседать здесь, они не будут проникать в утеплитель. Здесь будет продувание в какой-то степени, да, и это будет выдуваться, этот конденсат. Замечательно. То есть у нас есть еще вентиляционные каналы. Прекрасно. После того, как мы уложили пленку, все стыки мы герметично еще проклеили вот такой лентой. Ну, это Изоспан ML Prof, кому интересно. Она нужна, чтобы предотвратить попадание влаги. Ну, здесь же получается все открыто, да, заходи не хочу. То есть мы проклеили, сейчас видите, все очень герметично, никак не цепануть. Вот я хочу цепануть, вот как видите, смотрите. Никак. То есть получается очень герметично, влага никак тоже, пары бытовые не пройдут. Ну, а если там через несколько десятилетий, я не знаю, лет через 40, утеплитель в какой-то степени начнет пылить, чтобы эта пылеватость, она просто не проникала в дом, во внутреннее помещение. Понимаете, да? То есть здесь
Все максимально герметично. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом или баню, или сделать черновую отделку, обращайтесь в компанию «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, все расскажем, все покажем, посчитаем, все предоставим. Будем рады построить вам дом вашей мечты. Все, до встречи. До встречи на консультации. Пока-пока. Пока-пока.